Всем привет! Я сегодня на кухне. Давно уже не снимал видео на кухне. И сейчас была охота у нас. Весенняя охота на уток. Добывали мы утку. И по просьбам подписчиков я хочу показать, как я вообще готовлю утку. Спрашивали, как я готовлю. И в основном у меня готовка утки, конечно же, тушеная утка или же жарим так. Суп из уток мы практически не варим. У меня на данный момент сейчас 4 утки тут. Это дикие утки, которые прилетают с юга. Предварительно я как бы не ощипываю утку, а убираю шкуру. С пером все шкуру убираю. И вот такая заготовка у меня получается. Вот они. Вот какие они жирные. Вот смотрите. Жир сколько. Это, считай, я убрал кожуру. А если, скажем, с кожурой, он вообще утка жирная. Здесь не такие крупные утки. Они здесь свияжь, чернеть хохлатая. Ну, сами видели, что я добывал в этом году. Для приготовления утки у меня немножко специи. Получается, в первую очередь это лавровый лист. Я когда готовлю боровую птицу, я шкуру у него не убираю. И, как сказать, почему я убираю вообще шкуру, кожуру или шкурку? Почему я убираю шкурку у утки? Потому что сейчас начали попадаться утки больные. У них, у уток, вот, в грудной части, вот в этой части, у них там личинки, какая-то зараза. И когда ты убираешь шкуру с пером всем этим, ты сразу видишь, здоровая утка или больная. И сам по себе утка, она имеет специфический запах, поэтому я использую лавровый лист, душистый перец, в горошках морковь и лук. Вот. Дальше солю и больше ничего не добавляю. А в боровую птицу я ничего из приправ я ничего не добавляю, потому что она очень вкусная. Ну, в принципе, что у нас? Сейчас я буду все это разделывать, мясо отделю от костей. И лишние запчасти, скажем, ненужные уже, где крупные кости останутся, я это выкидываю собакам. А остальное будем тушить. Так, сейчас, ребят, я покажу, в общем, как я разделываю утку от сковорода, чтобы не мешалась, она чугунная, хорошая. И, в принципе, что надо удалить отсюда? Это быстро разделаем. Так, трамонтина. Нож трамонтина тоже показывал, как-то я уже видел, каким ножом пользуюсь. Очень хороший нож. Ну и основное будем вот так отделять от тела крупных костей. Все стандартно, ничего тут сложного нету. Вот это, считай, уже негодный материал. Ну, шея там более-менее, что-то можно еще. Да и то, тут ничего путного нет. Вот это все выкидывается. Тут ничего нет, это для собак пойдет. Здесь вот это самое главное, это туша у птицы. Тоже я отделяю мясо. Вот
Так. Только лишнее место забирает такие крупные кости. Вот эта часть тоже убираем. Все, тут остается только мясо. Нож идеальный. Сколько уже я использую, все время радует меня нож этот. Ну, вот такие куски. Так. Вот еще. Так, ну я буду остальное также, все утки я разделаю и поедем дальше. Вот такое количество с одной уткой чистого мяса получается. Короче, разделываю дальше. Утка разделал. Вот смотрите, какое количество. Полная сковорода. Ну и ненужные запчасти вон. Это лишнее место только в сковороде. Сейчас мы в первую очередь солим по вкусу, кто как любит. Один раз засолить так, и уже чтобы не заморачиваться солью. Дальше заливаем растительное масло, не жалея. Вот так. Вот в таком виде мы все это отправляем в духовку. О. Воды не буду добавлять, ничего. Так, тут у нас ставлю на 200 градусов и отправляю в духовку. Пониже лучше. Решетку пониже, чтобы нормально, спокойно тушилась там. Утка у нас в духовке. Где-то примерно минут 40, без приправ, без ничего, будет там тушиться. А пока я буду резать лук и морковь. Лук, вот это количество вполне достаточно. Но это также на любителя, кому как нравится. Вот. Ну и морковь. Я люблю соломкой. Кубиками никак. Что картошку, что еще какие-то овощи резать. Это 100% мое, это вдоль. Вот так. Соломки резать. И морковь лично я добавляю ради красоты блюда. Потому что я не знаю, какая-то польза от этого есть, нету. Вкус особо так никакого я тоже не получаю, когда добавляю морковь. Есть немножко такой вкус будет, но он также сбивает как бы настоящий вкус любого блюда.
Скажем, если я добавлю в уху, не раз уже говорил, это уже вкус другой будет. Или не надо переборщить, надо в меру ложить. Потому что невкусно получится. Вот одна морковка вполне достаточно будет. Самый простой способ приготовления. А из боровой птицы, конечно же, самое вкусное это суп. Это уже неоспоримо это. Есть такие охотники, которые, конечно, чисто на уток ходят, любят именно вот мясо утки. Но все мы разные. Вот такое количество, ребят. Буду добавлять также перец черный, цельнее, и лавровку. Лавровку также не так много. Один листок, в принципе, даже хватит. Не больше одного-два. Потому что если переборщить, тоже будет там вкус лавровки перебивать все подряд. И один лист, конечно же, вполне достаточно будет. Убавляем градус примерно на 120 ставим. Прошло 40 минут. Вот такая картина. Все четко получается, ребят. Вот этого я и добывался, чтобы немножко, чуть-чуть получилась корочка. Как бы за 40 минут не так еще все прожарилось, но вполне достаточно. Основная влага, что была в утке, она вышла, выкипела. И там остается только жир, растительное масло и ничего лишнего так. Вот теперь добавляем все специи. Лук, морковь и все остальное. Вот так вот, не жалея. Вот, видели? Чтоб утка взял сок всего этого, таких приправ. Хоть как крути, но все равно у утки есть такой специфический запах, я уже говорил. Вот столько примерно добавляю перца. Можно еще добавить. В принципе, тоже такой острости я сколько раз готовил, не чувствовал. И вот такой один листик вполне достаточно в нескольких местах. Вот теперь и все это дело закрываем крышкой. Плотно-плотно. Чем плотнее, тем лучше. И снова отправляем в духовку. Где-то на час. Поставили мы на 120. И снова в духовку. Вот так вот. И так будем готовить примерно час. Прошло еще час времени. Думаю, пора уже вынимать из духовки и попробовать, что у нас получилось. Вот такая красота, ребят. Вообще классно.
Будем пробовать на вкус. Вот такой запах. Так. Сейчас глянем. Все пропарилось. Очень мягкое мясо получилось. Как вы видели, сперва я обжаривал без крышки. Как бы небольшая такая корочка. От корочки такой определенный вкус получается. А там уже в конце на любой вкус можно добавить приправу, что нравится. Каждому свое. И уже с крышкой в течение часа еще протушить. И мясо становится нежным, очень вкусным. Так что сейчас мы еще к этому блюду будем готовить гарнир. Кроме огурцов можно гречку, можно макароны, можно пюрешку. Все на любителя. И уже нормально поужинать. А на этом все у меня, ребята. Вы просили, я поснимал. Вот так я готовлю блюдо из утки. В основном мы кушаем водоплавающую дичь в тушеном виде. Супом мало употребляем. Суп мало варим. А из боровой птицы, я как говорил, в основном мы варим суп из рябчиков, из глухарей. Глухаря также в большинстве случаев тушим в духовке или же в своей печке, которая у нас в доме. Очень тоже быстро готовится, пропаривается, там тушится. Как вы видели, я воды не добавлял, жарил. Сперва 200 градусов было, обжаривал. Ну, от духовки там жар 200 градусов было. А уже когда с приправой убавил на 120 градусов. И в течение часа там это блюдо. Вообще сложность у меня на готовку ушло 1:40. Примерно так. Не больше 2 часов. И все. Короче, мы готовимся к ужину. На этом все. Всем пока. Очень вкусно, ребята.